Доброе утро, Якутия. На календаре 18 июля, день недели, вторник. Телеканал Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии». Вместе с вами сегодняшний день встречаю я. Зовут меня Павел Танин. Всем доброе утро. Просыпайтесь вместе с нами, ловите волну бодрящего позитива. Заряжайтесь, конечно же, энергией на весь грядущий наступивший день. Ну а мы, как прежде, как и всегда, подготовили интересный выпуск. Много всего познавательного, важного в том числе будет сегодня. Вот, например, в Париже начали готовиться к Олимпийским играм. Что ждет спортсменов на предстоящих соревнованиях, узнаем сегодня. Также узнаем, почему люди, желающие узнать что-то, предпочитают пройти через боль. Традиционно покажем наши рубрики «Книжная полка», «Говорим правильно». Будут также и новости из мира животных. Узнаем, почему гориллам из зоопарка Торонто запретили показывать современные гаджеты. В конце эфира к нам забегут археологи, расскажут о раскопках, которые начались в столице региона по улице Чернышевского. Узнаем, какие артефакты уже добыты, и поговорим о значимости этих археологических работ. Так что оставайтесь вместе с нами, встречайте утро на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Не забывайте про наш, кстати, телеграм-канал, на котором также можете найти различные полезные новости, которые не попали в эфир, но тем не менее, которые узнать о которых хотелось бы. Ссылку на телеграм-канал видите на экране, также видите QR-код, который можно отсканировать и прямиком в телеграм-канал наш попасть. Ну а по традиции наш эфир мы начнем, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидрометцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от 15 до 16 градусов. В заречной группе плюс 12, плюс 16, в южных 20-22 градусов тепла. В Вилюйской группе 13-15, в Нижнеленских 11-15, в западных от 12 до 19. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 10 до плюс 17, в Янских от плюс 8 до плюс 15, на северо-западе от 5 до 12 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 16 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер востока-юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем во второй половине дня ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Могут быть порывы ветра от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем максимум составит 28 градусов. Ну а теперь давайте узнаем, какими событиями сегодня ознаменован день в календаре, какие даты и события на очереди. На календаре 18 июля. Сегодня отмечают День создания органов государственного пожарного надзора в России, Международный день Нельсона Манделы, День моря отмечают в Японии. По народному календарю сегодня отмечают Афанасьев день, месяцев праздник. На Руси на Афанасия вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц играет в небе. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая игра предвещала хороший урожай. Если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. События в этот день. В этот день в 1964 году, в ночь с 18 на 19 июля, произошел один из самых страшных пожаров в истории Рима, известный как Великий пожар. Начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Принят догмат о непогрешимости Папы Римского. Зарегистрирована компания Electronics, вскоре переименованная в Intel. В этот день был создан первый Тетрис. В этот день родились Роберт Гук, английский ученый, естествоиспытатель, изобретатель. Уильям Теккерей, английский писатель. Хендрик Лоренц, нидерландский физик-теоретик, нобелевский лауреат. Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма. Анна Тимирьева-Книпер, русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака. Ольга Списивцева, русская балерина. Андрей Громыко, советский государственный и политический деятель, дипломат. Хьюм Кронин, американский актер и сценарист. Нельсон Мандела, южноафриканский политик, президент ЮАР, нобелевский лауреат. Ричард Тоттенбаттон, американский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, телекомментатор.
Юрий Мазурок, советский оперный певец, баритон, народный артист Советского Союза. Евгений Евтушенко, советский российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер. Хантер Томпсон, американский писатель и журналист, основатель контржурналистики. Любовь Казарновская, советская и российская оперная певица, сопрано, профессор, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Афанасий, Василий, Геннадий, Сергей, Степан. Ну а 3 воскресенье июля традиционно по всей стране отмечают День алмазодобытчика. И с этой знаменательной датой всех, кто причастен к этой отрасли, поздравил глава Якутии Айсен Николаев. В своем поздравительном сообщении он отметил значимость алмазодобывающих компаний региона и страны. Он поблагодарил их за твердость в достижении поставленных целей, за высокий профессионализм, преданность своему делу и родному краю. Пожелал всем крепкого здоровья, оптимизма, веры в свои силы и удачи, а также успехов в будущем. Ну а мы сейчас хотим вам показать опрос, который сделали наши коллеги из алмазной столицы. Для жителей алмазного региона далеко не секрет, что мы буквально живем на драгоценных камнях. Их добывают и в Мирном, и в Айкале, и в Удачном. А знают ли жители северного городка, как и где добывают алмазы? Давайте узнаем. Знаете ли вы, как и где применяют алмазы? Ну, сложный вопрос. В медицине, знаю, применяют. Стеклорезы делают. Наверное, в космосе, где наш космонавт, бывший ученик 24-й школы, там тоже применяют алмазы. Алмазы применяют в кораблестроении, в космическом строительстве. Также используют мелкие алмазы, мелкую крошку, пыль для изготовления приборов. Как вариант в инструментах всякие алмазные напыления. Это, наверное, на сегодня самый прочный, наверное, материал, который применяется, особенно вот сейчас у нас для глубокого бурения, ну и тяжелого бурения. В режущих абразивных материалах, таких, например, алмазные круги, алмазные коронки для работы с твердыми материалами, железобетон, керамика, ну и что-то подобное. Даже металл тоже алмазами режут. Но это драгоценный камень добываемый, десятка по шкале МООСа, самый твердый минерал в мире. Самое главное, бриллианты, золото у женщин. Алмазы – это элемент роскоши, элемент богатства, элемент внимания, даже мелкие. Образовываются естественным образом за миллионы лет. И вот очень сложная добыча глубоко в недрах земли располагается. Мы продолжаем наши эфиры. И сегодня у нас в гостях организаторы ежегодного конкурса подростковых инициатив на грант в размере 100 тысяч рублей и путевок на профориентационные туры. Это Василина Николаева, получается, директор Центра профориентации школьников «Интегра», а также Айсена Алексеева, программный куратор. Доброе утро. Доброе утро. Ну и первый вопрос. Расскажите вообще про Центр «Интегра», чем он занимается, для чего он создан, для чего работает. Всем доброе утро. Наш центр был основан в 2017 году. И за 6 лет своего существования мы помогаем детям в осознанном выборе своей будущей профессии, возим детей на профориентационные поездки в центральные города, и с этого года также планируются выезды за границу. Вот. И, как вы сказали, одной из нашей части деятельности является ежегодный конкурс подростковых инициатив на присуждение гранта в размере 100 тысяч рублей и путевок на наши профтуры. Ну вот как давно этот конкурс грантовый, скажем так, проводится, в каком формате он проходит? Наш конкурс проводится в 4-й раз. И в формате именно такого лагерного пребывания, то есть дети на протяжении определенного количества дней погружаются в проектную деятельность, в работу с менторами, со спикерами, проходят разные тренинги. И как раз-таки результатом выхода из нашего такого формата является создание своего собственного проекта. Ну, вот грант в размере 100 тысяч – это общая грантовая сумма или, грубо говоря, несколько участников получают по вот этой сумме и получают путевки, или как это вот разделяется? Кому-то путевки, кому-то грант? Да, у
нас до этого 3 конкурса подряд проходили так, что 100 тысяч была общая сумма, и она делилась на 20, 30 и 50 тысяч между 3 финалистами. А в этот раз у нас тема будет «Будущие лидеры Якутии», то есть в это время дети будут готовить проекты на тему «Как я могу улучшить жизнь своей Якутии во благо жителей своих земляков». И победителем будет один ребенок, который создаст самый такой хороший проект, который будет отвечать всем нашим критериям. Вот. И также вот наши путевки, мы их выдаем тем детям, которые заняли также и 1-е, 2-е, 3-е места. То есть, соответственно, это путевки на профтуры в Москву, в Казань и Владивосток. Если вот вопрос к вам, вы как программный куратор, наверное, знакомы с проектами, которые ребята делают. Можете вот по итогам, допустим, прошлых конкурсов какие-то вот для себя вспомнить, отметить проекты, которые были созданы участниками? Да, конечно. В прошлом году, допустим, на лагере подростковых инициатив у нас были очень интересные проекты. Допустим, девочка по имени Саша, она защищала проект на тему... Она очень красиво рисует. И, получается, мы вместе с Василиной Юрьевной сидели в комиссии, можно сказать, и она нам рассказывала о своей истории, о том, как она сильно любит рисовать, и показывала нам на маленьком экране телефона, на сломанном, как она нарисовала. И мы спрашиваем, это ты нарисовала на планшете? Она говорит, нет, я нарисовала это на этом телефоне. И да, она, получается, очень хорошо защитила свой проект, она полностью расписала, куда она потратит свой грант, и она выиграла грант в размере 30 тысяч рублей. И на этот грант она купила себе планшет и ноутбук. Ну вот, когда звучит слово «проект», во всяком случае, у меня в голове всегда какой-то возникает вопрос, а какая-то потом дальнейшая реализация этих проектов происходит. Ну, мы понимаем, что это профориентация, это больше про то, чтобы дети нашли себя, да, и потом с чем-то свою судьбу связали. Но, может быть, кто-то из этих проектов дальше продолжает что-то развивать. У нас, например, победитель прошлогоднего сезона был мальчик, который хотел сделать такой подростковое комьюнити, как проект, и психологически больше. И после как раз-таки защиты своего проекта он ее реализовал. И на протяжении 2 недель он собирал вокруг себя подростков тоже. И они вместе развивались, вместе слушали психологов, различных тренеров. И это, по-моему, было тоже в формате такого дневного лагеря, курса. И я знаю, что после этого он тоже продолжает развиваться в этом направлении, поэтому это только лишь такое зарождение своей идеи. Ну, прямо сейчас небольшую паузу с вами прервемся, после чего продолжим беседу. Дорогие друзья, короткая пауза, буквально чуть-чуть, после которой вернемся в эфир и поговорим и об отборе участников и так далее. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия! Впереди блок новостей. Японский автоконцерн Mazda рассчитывает в 2027 году представить на рынке свой первый электромобиль. Компания также нацелена на разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota Tokyo. Об этом сообщило агентство Kyodo. С 2028 года в Mazda намерены планомерно увеличивать объемы производства этого вида транспортных средств. Также корпорация Panasonic намерена в 2024 году начать снабжение Mazda своими аккумуляторами для электромобилей. В России разработали программное обеспечение для анализа нейронных связей. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали компьютерную программу Spine Tool, которая автоматически анализирует изображение и вычисляет форму отростков нейронов, формирующих связи в мозге. Они возникают, когда человек запоминает информацию или обучается чему-то новому. Для понимания процесса в головном мозге специалисты анализируют нейроны мышей, которых специально выращивают в инкубаторе. По строению они очень похожи на человеческие нервные клетки. В Москве запустили в оборот купюры в 5 и 10 рублей. Этим летом в обороте также появится модернизированная банкнота номиналом в 100 рублей. Обновленные 1000 и 5000 рублей выпустят в обращение в течение года. 500 рублей в 2024 году, а 50 рублей в 2025 году. Как отмечал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, изначально решение заменить 10-рублевые и 5-рублевые банкноты пришло из-за их быстрого износа. Тем не менее, чеканка металлических рублей оказалась затратной, признал он.
Цены на новостройки стремительно выросли за 2 недели. В России почти на 2% увеличилась стоимость квадратного метра. По информации руководителя ЦИАН аналитики Алексея Попова, за последние 14 дней в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях рост действительно есть. Средний показатель поднялся на 0,3%. За месяц цены прибавились на 0,8%. В числе причин роста подорожание квадратного метра, ослабление курса национальной валюты. Также растет активность частных инвесторов, которые начинают вкладывать свои сбережения в недвижимость, чтобы защитить от инфляции. Запустить маршрутный автобус в микрорайон Статал планируют к 1 сентября текущего года. Об этом в ходе общегородской планерки сообщил руководитель МКУ, организатор пассажирских перевозок Эдуард Садовников. Он пояснил, что на минувшей неделе с участием МУП, ЯПАК и руководством СОНТ было проведено выездное совещание, в ходе которой выработана дорожная карта. Новая партия квадроциклов «Сокол Плюс» и «Сокол Пикап» прибыла в Донецкую Народную Республику, в опорный пункт Якутии. Транспортные средства в начале июля отправились из Новосибирска. Все населенные пункты по маршруту движения были пройдены в соответствии с графиком, сообщили в Едином координационном центре республики. Одновременно в расположение опорного пункта также прибыли переданные в зону СВО автомобили. Колонна выехала из Якутска в конце июня и благополучно преодолели весь маршрут до Донецкой Народной Республики. На сегодня общее количество поставленных в зону СВО квадроциклов составило около 30 машин. В Вилюйске сотрудники полиции, органы опеки и инструкторский состав отряда Государственной противопожарной службы провели двухдневный рейд, главной целью которого было информирование населения. В течение рейда проверили адреса проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, озера и места массового скопления людей, а также пришлось по улицам города в вечернее время. С жителями провели профилактические беседы, раздали буклеты и листовки предупредительного характера и напомнили номера экстренных оперативных служб. Напомню, что такого рода мероприятия проходят в течение года. В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против личности ежемесячно в жилом секторе проводятся рейдовые мероприятия в виде проверок проблемных адресов, на которые поступают неоднократные жалобы и вызовы. Также проводились оперативно-профилактические мероприятия «Быт», профилактика, нелегальный мигрант, жилой сектор, участок, улица. Также в целях противопожарной безопасности в лесах и жилом секторе совместно с сотрудниками Государственной противопожарной службы были проведены рейдовые мероприятия. Это «Утро Якутии». Перед нашей паузой мы начали говорить о конкурсе подростковых инициатив на грант в размере 100 тысяч рублей, а также на путевки на профориентационные туры. В гостях у нас Василина Николаева, директор Центра профориентации школьников «Интегра», и Айсена Алексеева, программный куратор. Ну, поговорили мы достаточно так обширно про конкурс, но забыли сказать одно, да, наверное, самое главное, как можно попасть на этот конкурс, как вообще в лагерь этот попасть. Ну, если, может быть, может ли любой ребенок принять участие, или обязательно, что уже какие-то у него должны быть проектный опыт по созданию, разработке проектов? Да, конечно. На проекты могут писать любые дети, то есть вне зависимости, писали они ранее или нет. В лагере мы все подробно расскажем, покажем. У нас будут тренинги как по публичному выступлению, как по тому, как писать этот проект. То есть у нас выигрывали дети, которые ни разу проекта этого не писали. По поводу того, как попасть, достаточно написать нам, и наши кураторы с удовольствием проконсультируют, ответят на все вопросы. И получается, по QR-коду, который зрители могут увидеть на экране, зрители могут записаться по максимальной скидке, то есть по самой выгодной цене. А вообще сколько стоит участие вот в этой работе, в этом проекте, в этом событии, я бы, наверное, так назвал бы его? Сама стоимость 34 900 рублей, но по QR-коду и по промокоду «Лето с Интегра» можно получить максимальную скидку до 27 900 рублей. Ну вот еще хотелось бы про одно направление поговорить, потому что, я так понимаю, не только вот этим конкурсом ваш центр занимается, чем еще, ну, скажем так, удивляет школьников и их родителей, наверное. Но, как я уже говорила, у нас есть профориентационные выезды внутри нашей страны. И в этом году, 10 августа, мы планируем выезд с профразведкой, мы ее так назвали, в Дубай.
То есть мы будем знакомить наших якутских школьников с вузами, которые находятся в Дубае. Это австралийские, канадские, американские, британские университеты, которые дают возможность выпускникам трудоустроиться абсолютно в любой точке мира, иметь международный диплом. Вот. И, конечно же, есть очень много вопросов не только по поводу поступления, но и по поводу того, какая карьерная возможность будет иметься у детей, которые туда поступают, и вообще, как живется в этом Дубае, так ли это все так красиво, как подается и так далее. И мы хотим вот как раз поехать с маленькой группой школьников, чтобы сделать такую профориентационную разведку. Как там работают мировые компании, то есть мы знаем, что там есть, например, Samsung, Google, есть даже российские компании, Dodo Pizza, например, да, вот всем известная. И мы хотим открыть для наших якутских школьников, сделать их чуть поближе. Вот. Ну и, наверное, закономерный вопрос, как можно попасть вот в эту профориентационную разведку. Но зрителям показывали QR-код, как раз-таки по QR-коду они смогут попасть на личный номер наших кураторов, и они уже проконсультируют. Потому что в данное время у нас вышли субсидированные авиабилеты, которые достаточно уменьшают стоимость трат на авиаперелеты, и, соответственно, успевать нужно именно вот как раз приобрести и билеты, и попасть на акционную стоимость самой поездки. Василина, Айсена, спасибо большое, что поделились информацией этой полезной. Я думаю, и приятный, наверное, такой сюрприз для телезрителей наших сделали, в том числе, особенно для родителей, которые являются родителями. Удачи вам в вашей работе, пусть все получается. А мы продолжаем дальше. Сегодня в мире отмечают День идеальной семьи. И отмечая эту дату, мы хотим вам показать небольшой сюжет про дом престарелых, где для одиноких пожилых созданы идеальные условия проживания. Ведь порой к старости из-за различных жизненных обстоятельств люди становятся одинокими. И чтобы им не было скучно и одиноко, таких людей социальные службы направляют жить в дома для престарелых. И следующий материал про дома престарелых города Якутска, где люди старческого возраста не скучают ни на минуту, ведь здесь созданы все условия для оздоровления и досуга. Дом престарелых – место постоянного проживания для пожилых людей с оказанием услуг жизнеобеспечения. Престарелые освобождаются от необходимости готовить, мыть посуду, стирать и гладить, а также ходить за покупками. С вами мы сейчас находимся в столовой. У нас 5-разовое питание. И на 6-разовом питании находятся диабетики. Остальные мобильные питаются на этажах. Их обслуживают санитарки и медсестры. Питание утверждено Роспотребнадзором. Постоянно делается брокераж под наблюдением диет-медсестры. Одним из направлений повышения адаптации в доме престарелых может быть реабилитация с применением комплекса физиотерапевтических и медикаментозных мероприятий. Мы проводим занятия с нашими подопечными, получателями социальных услуг, чтобы они не потеряли навыки, чтобы они сохранили какую-то координацию. Постояльцы дома престарелых ведут социально активный образ жизни. Здесь созданы все условия для их взаимодействия друг с другом. Пожилые часто посещают социально-культурные мероприятия на территории самого учреждения и за его пределами. Мы живем в интернате, очень хорошо, мне нравится. Приютный дом, замечательный, тепло и светло, и, как говорится, мухи не кусают. Я живу с 2008 года уже. Всем нашим медикам, всем нашим руководящим благодать большая им. Розе Ли недавно исполнилось 87 лет. В доме престарелых она живет уже 13-й год. Здесь она нашла себе друзей, уют, а главное – семью. Я очень благодарна судьбе своей, поскольку меня привела в этот интернат. Тут главное, я не одинока. Друзей очень много, атмосфера очень хорошая. За моим здоровьем, главное, следят врачи и медсестры. В настоящее время в интернате проживают 310 постояльцев, 117 из которых являются маломобильными. По словам директора, в год поступают на проживание в среднем человек 30. Из них 25% одинокие граждане. Им предоставляются бытовые, медицинские, психологические и трудовые услуги. Влада Слепцова, Григорий Охлопков, Якутск.
Перейдем к другим новостям. Немножко поговорим о мире спорта. Картонные кровати готовят для участников Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже. Организаторы Олимпиады говорят, что на них атлеты смогут полноценно отдыхать. Сверху на кровати будет матрас, состоящий из 3 блоков различной жесткости, что позволит спортсменам самим определять последовательность этих слоев и выбирать для себя наиболее оптимальный вариант. Помочь, кстати, с этим позволит искусственный интеллект, система, основанная на искусственном интеллекте, которая проконсультирует спортсмена, какую же жесткость ему лучше всего подобрать. Соответственно, такую мебель можно, кстати, еще, помимо прочего, перерабатывать, но пока планируют подарить ее после Олимпиады благотворительным организациям. Напомним, к слову, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года. Ну а между тем организаторы Олимпийских игр в Париже сообщили список тех видов спорта, которые будут исключены из программы соревнований. Так, Олимпиада в столице Франции не досчитается 3 видов, которыми были представлены игры в Токио. Но появится один новый вид. Согласно опубликованной на официальном сайте турнира информации, в Париже не поедут спортсмены, занимающиеся карате, бейсболом и софтболом. Из новшеств обращает на себя внимание появление в программе такого вида спорта, как брейк-данс. Остались в программе и такие виды, как скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание. Всего Париж примет атлетов, представляющих 28 видов спорта. Люди готовы терпеть боль ради того, чтобы узнать секрет, даже если новая информация не представляет для них особой ценности. Это говорит о том, что боль от незнания иногда может быть более неприятной, чем реальная физическая боль, резюмировали ученые из Мельбурнского университета. Участникам исследования была предоставлена возможность выиграть деньги, подбрасывая анимированную монету на экране компьютера. При этом на их руках находились устройства, способные причинять боль. Если добровольцы соглашались выдержать боль, они могли узнать, сколько денег выиграют. И наоборот, они могли избежать боли и не знать ничего, но, что очень важно, получили бы тот же выигрыш. Несмотря на это, неопределенность настолько беспокоила людей, что они были готовы терпеть боль. 41-летняя Бритни Спирс выпустит мемуары. Книга должна выйти в октябре этого года и будет называться «Женщина во мне». Согласно пресс-релизу, книга обещает впервые раскрыть силу, лежащую в основе одной из величайших исполнительниц в истории поп-музыки, и поведать о важности женщины, рассказывающей собственную историю на своих условиях. Книга по большей части будет посвящена 13-летнему периоду, в течение которого Бритни Спирс находилась под опекой, пока суд не отменил это решение в 2021 году. Но до октября еще далеко, так что фанаты Бритни пока могут читать и другую литературу. И в нашей рубрике «Книжная полка» мы как раз вам рекомендуем различные интересные печатные издания, которые помогут вам скоротать время и получить новые интересные знания. Доброе утро! Сегодня мы продолжим говорить с вами об искусстве. В одном из предыдущих выпусков мы уже с вами говорили о том, как правильно смотреть на картины от Сьюзен Вудфорд. Сегодня же мы поговорим с вами о книге, которая называется «Как понимать искусство. Арт-прогулка по стилям и эпохам» от Анастасии Постригай. Прочитав эту книгу, вы научитесь с первого взгляда определять стиль в искусстве и получать истинное удовольствие от созерцания прекрасного, удивлять своей эрудированностью друзей и родных. Каждая глава этой книги сопровождается интеллект-картами, составленные по уникальной технологии Тони Бьюзена, которая помогает легко и быстро запоминать самые значимые моменты каждого стиля и эпохи. Понимать искусство может каждый из нас. Вместе с книгой Анастасии Постригай вы совершите уникальнейшую арт-прогулку по всем эпохам и художественным стилям, начиная от наскальных рисунков первобытности до современного искусства 20 века. Вы познакомитесь с великими художниками, их признанными шедеврами, научитесь осознанно смотреть на архитектуру, живопись и скульптуру и видеть связь между разными эпохами. Что же связывает Римскую империю и Наполеона Бонапарта? Что отличает стиль барокко от стиля рококо? И разве можно предположить, что унитаз тоже искусство? Не спешите возмущаться.
Не спешите возмущаться, прочтите книгу, и ответы на все эти сотни других вопросов вы найдете, прочитав эту книгу, совершив необычное путешествие от искусства древнего мира до современного искусства 20 века. Бонус в этой книге в конце. Интеллект-карты можно раскрашивать, тем самым легче и быстрее запоминать особенности направления в искусстве. Ну что же, я желаю вам приятного времяпрепровождения за чтением этой книги. Чтение книг, как мы знаем, обогащает наш словарный запас, а также помогает нам вести увлекательный диалог с собеседником. И сейчас наша рубрика «Говорим правильно», где мы разбираем слова и их значения. В этот раз продолжаем разбирать иностранные слова, которые обогащают наш словарный запас. Доброе утро, дорогие телезрители! Во время нашей прошлой встречи мы с вами говорили о том, что в нашу речь приходят слова со значением новых профессий или же слова, которые обозначают новый способ организации работы или новое место работы – коворкинг. Вот как раз коворкинг, как место, где работать можно без жестких правил, очень удобно тем, кто называет себя фрилансером. Так кто же такой фрилансер? Если мы с вами обратимся к английскому языку, из которого пришло это слово, то получится, что фрилансер – это внештатный работник. Этот внештатный работник, он свободно может передвигаться, он не обязательно должен ходить в офис, но при этом он выполняет те задания заказчика, на которые не хватает времени или ресурсов, или знаний у штатных сотрудников. Часто фрилансером становятся молодые люди. Это вообще, по данным социологии, это прерогатива именно молодых людей. Фрилансер в переводе с английского, а именно из английского языка к нам пришло это слово, переводится как внештатный сотрудник. Именно такой свободный сотрудник приглашается для решения каких-то кратковременных задач. И он обычно решает те задачи, на которые не хватает времени у штатных сотрудников. Причем фрилансер может работать удаленно, то есть ему не нужно обязательно ходить в офис. Самое главное, чтобы он был обеспечен интернетом и необходимым оборудованием. А работать он может из любой точки мира. Очень часто фрилансерами являются молодые люди. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Перейдем к новостям из мира животных. Панды-близнецы впервые родились в Южной Корее. Их родители – питомцы зоопарка в парке развлечений Зверленд в Юньине. Маму зовут Айбао, а папу Лабео. Первый детеныш при рождении весил 180 граммов, второй 140. Он появился на свет на 2 часа позже. Оба медвежонка – самки. Айбао стала мамой во второй раз. Первого детеныша, тоже самку, принесла в 2020 году. Мальчика назвали Фубао, что означает «счастливое сокровище». Большие панды обычно заботятся только о первом детеныше, бросая второго, поэтому близнецов будут давать маме панде по очереди. Когда им исполнится 100 дней, для них выберут имена. Австралиец Антор привычно заказывает в кафе чашку кофе для себя и стакан молока для разбойницы. Так зовут кошку, которая недавно стала его неизменной спутницей. Мужчина много лет был пограничником, а также работал в экстренных службах. В результате у него возникло посттравматическое расстройство. Из-за психологической травмы Антор стал необщительным, появилась агрессия. Врачи посоветовали завести кошку, но не простую. Разбойница – квалифицированный лекарь души. Она прошла обучение и знает, как поступать в разных ситуациях. Она дает понять, когда я делаю что-то не совсем правильно. Ложится рядом и кладет лапы мне на ногу, как это часто делают кошки, а потом требует внимания. Специалисты говорят, что присутствие домашних животных помогает людям лучше контролировать эмоции. Кошка нуждается в прогулках, поэтому Антор стал чаще выходить на улицу. Разбойница также помогает ему более непринужденно общаться с людьми. Теперь бывший пограничник все больше верит в свое выздоровление.
Тем временем зоопарк Торонто попросил не показывать гориллам видео с телефонов. У приматов стали замечать зависимость от них. В зоопарке разместили таблички рядом с вольером горилл, призывающие посетителей не делиться с животными контентом, поскольку он может расстроить их и повлиять на отношения и поведение в семье. Такое уже случалось с 14-летним приматом по кличке Насир. Руководство зоопарка заявило, что он очарован видео и экранное время будет доминировать в его жизни, если он добьется своего. В зоопарке стараются удовлетворить интерес горилл к современным технологиям. Насир и его сородичи регулярно смотрят документальные фильмы о природе, но в контролируемых условиях. Мы просто хотим убедиться, что знаем контент. Очень похоже на управление учетной записью для ребенка или что-то в этом роде, пояснили в зоопарке. Благотворительный фонд помощи животным «Горячая линия потеряшки» в городе Тюмени был вынужден приостановить прием новых четверолапых под свою опеку из-за финансовых проблем. С чем это связано и что теперь будет с фондом, подробнее в следующем материале. Сложности с финансами привели к тому, что фонд был вынужден приостановить прием новых животных. По словам куратора, последней каплей стала внезапная и несвоевременная травма одной из подопечных собак. Последней каплей, так скажем, в нашей ситуации стала внезапная и очень несвоевременная травма нашей подопечной собаки Шпилечки, у которой была порвана связка на лапе, и сейчас ей требуется срочная операция, и эта операция была оценена в 40 тысяч рублей. Для нас это действительно большая сумма. Собираются такие сборы достаточно сложно, и мы в этот момент приняли решение приостановить прием новых животных в фонд, потому что это бы просто парализовало работу фонда. По словам Екатерины, организация существует только на благотворительные пожертвования, а расходы на подопечных в месяц составляют 300 тысяч рублей, при условии, что все животные в порядке и нет серьезных травм. Кроме того, у фонда нет своего помещения, поэтому все животные содержатся на передержке. К нам в фонд попадают как травмированные животные, так и животные с тяжелыми вирусными инфекциями и просто потерявшиеся, и мы стараемся найти их хозяев своевременно и вернуть их домой. Екатерина призывает всех неравнодушных помочь фонду продолжить свое существование, чтобы и дальше спасать животных от гибели. У нас на данный момент, на июнь, начало июня, у нас около 220 животных, и все они находятся в квартирах у волонтеров, за исключением нескольких собак, которые находятся на передержке в зоогостинице. 2 июня благотворительный фонд помощи животным потеряшки получил свой 3-й грант от губернатора Тюменской области Александра Мора на реализацию проекта «Путь домой-2023». Организация запустит Open Call для юных художников, которые смогут рисовать любое животное, находящееся под опекой фонда. По данным СМИ, в 2021 году участники проекта «Путь домой» с помощью своих рисунков помогли найти дом 10 животным, а в 2022 году за время конкурса из приютов и передержек забрали 20 питомцев. Ну, а между тем, в столице региона, на месте бывшей городской бани, которая располагалась по улице Чернышевского, с начала лета ведутся археологические работы. И сегодня у нас в гостях Юрий Шипицын, директор Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха-Якутия, и Елена Соловьева, научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Республики, руководитель раскопок непосредственно. Поговорим как раз о работах, что ведется. Юрий и Елена, доброе утро. Ну вот, собственно, расскажите, почему было для раскопок выбрано именно это место? Ну, наверное, начну, да. У нас существует действующее законодательство, согласно которому на месте, где ведется строительство, территории, которые осваиваются, необходимо провести в том числе и мероприятия, кроме инженерных изысканий, направленные на сохранение памятников культурного наследия. В рамках этого производится государственная историко-культурная экспертиза данных территорий, в рамках которых вот мы и проводим вот эти раскопки. На самом деле это очень здорово, потому что у нас есть такой закон, потому что это позволяет нам нашу богатейшую историю сохранять. То есть мероприятия, которые направлены в процессе раскопок, мы спасаем эти памятники. Что можно, мы, значит, в качестве артефактов вынимаем, делаем описание, соответствующим образом передаем в музейные фонды. Это раз. А второе, мы таким образом
ну, вот эти изыскания позволяют нам более, что ли, грамотно оценить предыдущие века жизни, которые были, вот, ну, в данном случае, на территории города Якутска. Ведь это исторический центр, один из мест такого. И поэтому мы лучше начинаем понимать, как осваивался город, кто там жил, как жили. Это тоже очень важно, на самом деле. А вообще, получается, при начале любого строительства проводятся вот эти вот изыскания? Не только строительство, просто освоение территории. Не обязательно же это может быть строительство. Это может быть строительство, допустим, того же карьера, дороги и так далее. У нас вот такие мероприятия, допустим, проходили ранее по Верхней Амге при строительстве железной дороги. То есть это обязательное мероприятие, это обязательное для любого, скажем так, проекта. А мы говорим, да, что городские бани раньше там находились. Всегда ли это были городские бани, или до них что-то еще было, и поэтому можно что-то там, ну, есть шанс найти что-то интересное, скажем так? Вы так громко сказали «городские бани». Она была одна, городская баня. Вот. Но на самом деле эта территория, она освоена была еще, ну, в самом начале истории города Якутска. То есть когда в 1641 году сюда был перенесен Якутский острог, вот именно в долину Туймада, рядом с острогом начали селиться, соответственно, люди. Но почему селились рядом с острогом, тоже понятно, потому что острог – это все-таки крепость, и в случае опасности за стенами этой крепости всегда можно спрятаться. Поэтому селились рядышком. И первый острог в долине Туймада, он где-то был как раз вот неподалеку от того места, где мы сегодня работаем. Поэтому, по нашим предположениям, первые посадские постройки, они вот где-то вот поблизости в этом месте были. Возможно, мы докопаемся до них и обнаружим именно вот эти первые поселения горожан. Дома. А вот уже, может быть, за время раскопок уже что-то найдено, уже о чем-то можно заявлять или просто хотя бы поверхностно сказать? Ну, вообще, конечно, не хотелось бы делать громких заявлений, но мы надеемся, что интересные находки нас ждут впереди. Пока мы на начальном этапе работ, и площадь вскрышная у нас очень большая, никогда подобного объема работ мы не выполняли на территории города. Около 1000 квадратов у нас площадь вскрытия, и пока мы находимся на, как говорится, на уровне советского периода. К сожалению, человек в процессе жизни оставляет после себя очень много мусора. Если вот то, что, как говорится, относится к 19-18 веку, это мусор по тем временам, да, но для нас сейчас это исторический источник, очень важный исторический источник. 20 век – это еще для нас еще исторически, это вот именно мусор. Поэтому это оконные стекла, бутылочные стекла, всякие железяки, вот такой вот. Но так как территория очень активно осваивалась на протяжении 18-19 века, проводились разные земляные работы строительные, то происходило, вот, скажем так, перемещение грунта. И поэтому из нижних горизонтов иногда выскакивают какие-то артефакты, да, которые относятся к более ранним периодам. На сегодняшний день у нас обнаружена, ну, вот, интересная, ну, небольшая, правда, пока, но интересная нумизматическая коллекция. Вот буквально вчера мы нашли, пока это первое в городе Якутске, в 2020 году на улице Ярославского мы копали, там у нас такой монеты в нумизматической коллекции нет. Это полкопейки периода правления Николая II 1898 года. Но будем углубляться, будут еще более интересные находки. Потом тоже вот эти работы, они позволяют нам, скажем так, расширить представление о бытии и материальной культуре горожан 18-19 века. Все-таки Якутск очень отдаленная территория от центральной части России, но тем не менее, как оказывается, она не находилась в отрыве. Вот, например, опять же, буквально на днях мы нашли несколько фрагментов с клеймами, фарфор с клеймами фабрики братьев Рачкиных. Эта фабрика была основана в 1820-е годы в деревне Глебово, это в Подмосковье, это будущая Гжель, скажем так, да. И вот оттуда... Так далеко забралась. Да, вот оттуда, ну, вероятно, прям не оттуда, конечно, где-то на ярмарке покупали, но тем не менее, все равно вот этот путь, как говорится, торговый, вот он прослеживается очень отчетливо. Вот интересные такие моменты есть. Ну, вот мне отметил для себя, вот вы сказали, площади очень большие. То есть можно ли сказать, что это, наверное, это самые крупные раскопки археологические в истории Якутска?
Вообще, я вот не люблю, конечно, таких эпитетов. Самые-самые. Вообще, это все надо как-то поскромнее. Ну да, это действительно очень большие площади мы вскрываем. Ну, надеемся, что это все увенчается успехом. Но человек после себя оставляет вот, на самом деле очень много следов присутствия. И вот, например, нам осложняет работу в настоящий момент это постройки, бытовые постройки середины 20 века. Совершенно неожиданно под напластованиями более 1,20 м мы обнаружили, ну вот, как это ни странно, полы гаражных боксов. Вот. Где-то 50-х годов, наверное. Да. Вот если говорить про площадь большую, то, соответственно, много людей задействовано. Сколько вообще сегодня специалистов, да, сотрудников принимают участие в этих раскопках? Помогают ли волонтеры? Потому что сейчас есть же движение вот именно волонтеров истории, или как правильно называется? Волонтеры культуры. То есть помогают ли они? Ну, у нас сформирован отряд, ну, относительно небольшой для такой площади. У нас сейчас на сегодняшний день 35 человек работают на участке. Сотрудников нашего центра непосредственно у нас работает там четверо, да, у нас работает. И остальные ребята, которые, в общем-то, с археологией, ну, некоторые работали с нами уже несколько лет, принимали участие, а некоторые, как говорится, впервые прикоснулись к этому. По поводу волонтеров, у нас в 2020 году был не очень успешный опыт привлечения волонтеров, потому что все-таки у нас работа специфическая, да, и нам нужны люди, которые могли бы, ну, на протяжении какого-то определенного длительного срока отработать. А волонтеры, как правило, это люди, которые работают в свободное время. Они, конечно, действуют из благих соображений, но они могут, например, 1 день отработать. Но для нас вот это совершенно не подходящее. Нужно на долгосрок. Да, потому что это неэффективно. Получается, что нужно человека обучить. Ты вот день потратил, чтобы его обучить, скорректировать его работу, все, и он пришел на 1 день. То есть завтра придет другой, и нужно его опять учить и так далее. Ну и времени не так много у нас остается. Наверное, важный вопрос тоже, какие сроки, когда планируется завершение вот этих работ масштабных, скажем. Сроки у нас определяются календарным планом строительства. Не секрет, что там будет построена гостиница «Космос». В соответствии с этим есть определенный хронологический порядок. И по идее мы должны планируем, хотя мы, как бы, нам это не совсем нравится, но мы должны к концу сентября закончить изыскание археологические на данной территории. Времени совсем ничего. Да, и поэтому вот Елена Николаевна правильно и говорит, что археологические раскопки такого рода, да, любого, они требуют тщательности очень, навыков определенных в соответствии, чтобы не пропустить ничего, не сломать, ну и так далее, и так далее. В соответствии с этим мы пытаемся привлекать, конечно, ну, за определенные деньги, чтобы люди делали более качественно. Ну, спасибо вам большое, удачи в этой работе. Будем надеяться, что что-то интересное будет найдено. Ну, а мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Ну, доброе утро, Якутия. К новостям. Министерство экономики утвердило 4 новых национальных турмаршрута. Экспертный совет при Минэкономразвитии выбрал в качестве национальных маршруты в Дагестане, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. Наличие в регионе национального турмаршрута позволяет подать заявку на грантовую поддержку для его обустройства. В 2023 году грантовая поддержка была оказана почти 40 регионам. Удалось поддержать порядка 170 инициатив. Поездки по национальным маршрутам можно приобрести у туроператоров. В стоимость входит проживание в гостинице, питание, экскурсии и входные билеты. Капитальный ремонт 27 километров автодороги Вилю ведется в Мирнинском районе республики. На участке со 170 по 1180 километров завершение работ запланировано в текущем году. Готовность объекта на сегодня составила 45%. При этом работы ведутся с опережением графика. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Отмечается, что отремонтирована на участке появится новая автостоянка на 7 грузовых машиномест, дорожная разметка и ограждение, а также освещение протяженностью в 1242 погонных метра.
Капитальный ремонт второго корпуса Якутского педагогического колледжа не отстает от графика. Раньше с крыши текла вода, кафель на полу второго и третьего этажа раскололся, с трубами отопительной системы были неполадки. Еще много надо было обновить. На все это выделено 8,5 миллионов рублей из республиканской программы. На сегодняшний день бригада уже закончила ремонт крыши, систему отопления, кафель уложили на 60%. Также обновляется полностью 4 кабинета. Здание второго корпуса Якутского педагогического колледжа было построено в 1974 году. Здесь обучаются студенты музыкального отделения, дополнительного образования и еще ученики начальных классов. Этап, получается, у нас крыша. Крышу мы постелили 2 слоя рулонами. Состояние крыши было очень плохое. С 70-х годов здание никогда не ремонтировалось. Второй этап у нас отопление. Получается, с 1 по 5 этажи мы пластиковые трубы поменяли, стояки, получается, на металлические. Поставили 65 штук воздухоотводчиков в самых труднодоступных местах, где скапливался воздух. Ну, в общем, если сказать, 600 квадратных метров напольная плитка, 600 квадратных метров покраска, кабинеты и, получается, 15 штук двери поменять. В селе Абага Мгинского Улуса в 2023 году введут здание школы-сада. В новом здании общей площадью свыше 4500 квадратных метров разместятся школы на 150 мест и детский сад на 75 детей. Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев, 2023 год должен войти в историю как год, когда в республике построят и впервые введут в эксплуатацию свыше 20 школ в республике. На данный момент ведутся работы по утеплению фасада, монтажу систем отопления, электрики, канализации, вентиляции и внутренней отделки. Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ России якутянин Станислав Жезоров, слесарь-ремонтник теплоэнергии, стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства, прошедшего 29 и 30 июня в Самаре. Всего в конкурсе участвовали 40 лучших специалистов из 28 регионов страны. Они показали свои знания теории, после применили их на практических этапах по ликвидации аварий в водопроводных и канализационных сетях. Представители Якутии наградили денежной премией в 300 тысяч рублей. Конкурс действительно был большой, участвовало 27 регионов, 40 человек. То есть, а это все приехали победители своих этапов. То есть это лучшие из лучших приехали. И победить в этом конкурсе, конечно, большая честь. И я чувствую гордость за себя, за свой народ, за то, что парень из глубинки приехал и показал себя со всей лучшей стороны. Профессию менять я не собираюсь. На этом все. Увидимся. Ну и на этом наш эфир подходит к концу. Я напоминаю, что в конце рабочей недели, в четверг-пятницу, мы будем разыгрывать билеты в кинотеатр при помощи нашего телеграм-канала. Так что подписывайтесь на него. QR-код на экране видите. Можете его отсканировать и прямиком на наш канал попасть. И что, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Послезавтра мы вновь с вами увидимся.